Еще одна песня шуточная. Это как, значит, это как у нас, а как у них. Это песня про Джеймса Бонда, про агента 007. Вернее, даже не так. Требуется маленькое вступление. Это про артиста Шона Коннери. Есть такой знаменитый артист, который играл Джеймса Бонда во многих фильмах по романам Яна Флеминга. И он очень популярный человек, он ходит с охраной, живет неизвестно где. Он скрывается от назойливых поклонников, естественно, потому что там это все очень сильно развито. Ну и вот его пригласили к нам сниматься в картину, и он приехал тоже с опаской, естественно, спустился на землю, а мимо него снуют люди и никакого внимания на него не обращают. Так пройдут, только что не плюнут, а в общем, как я всегда говорю, а никакого особого уважения ему не выказывают, потому что у нас этих фильмов никто не видел. Значит, вот он ходил, дышал полной грудью недели две, а потом все-таки заскучал и попросил администрацию, чтобы ему устроили какую-то, как-то надо объяснить, говорит, кто я такой, хотя бы тем, с кем я работаю. Ну и позвали актеров, там актрис, естественно, и журналистов, и сделал он вечеринку, купил хороших напитков в Березке, там всяких висок, джинов, накрыл стол, всех развлекал. Он очень милый господин, вот. Но он никакой не супер в жизни, а респектабельный господин, седоватый, лысоватый в годах. Вот он всех развлекал, и по-английски, правда. А там уже в этой компании к концу вечера и по-русски не могли особенно, поэтому все было понапрасну. И, в общем, они, значит, он что-нибудь скажет по-английски, они выпьют. И так все выпили, съели души. И он ушел. И он, наверное, как говорят очевидцы, подглядывавшие за ним в замочную скважину и прослушивавшие его, говорят, что он долго сидел и по-английски говорил, что это таинственная страна. Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов, в глуши и в дебрях чуждых нам систем. Жил-был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда. Артист Джеймс Бонд и шпион, агент 07. Был этот самый парень, звезда не дать не взять, настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное дело, почти что полубог, известный всем Марчелло в сравнении с ним щенок. Он на своей на загородной вилле скрывался, чтоб его не подловили, и умирал от скуки и тоски. А то бывало встретить у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пиндежаки. Вот так и жил, как в клетке, но в кино потел. Различные разведки дурачил, как хотел. То ходит чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймса Бонда товарищ из Госфильмофонда совместную картину к нам зовут, чтоб граждане его не узнавали. Он к нам решил приехать в одеяле, но все равно на клочья разорвут. Вы посудите сами, на проводах вьюса все хиппи с волосами побрили волоса, с его сорвали свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты со взлетной полосы. И вот в Москве не сходит он по трапу, дает $1 носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву дуют. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, тот выстрелом с руки. По нем, ну, все с ума сходило, и даже мужики, довольны, что его не узнавали. Он одеяло снял в Национале, но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который притворялся иностранцем и заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот, тогда решил открыться. Он говорит: 07 я, вам в межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермена он уселся у окна. Но водки на шестерки прибежали, и недоразумения замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала: вот же пройда, подумаешь, агентишка какой-то, у нас в 9-м принц из Сомали.